Доброе утро! С вами телепередача «Новый день» и я ведущая Алина Алексеева. Сегодня 26 сентября, четверг. И сегодня по решению Организации Объединенных Наций День моря. Представьте себе, что такой день отмечается уже во всем мире с 1978 года. Что же мы должны делать в этот день? Как праздновать? Вообще считается, что посредством того, что мы будем защищать окружающую среду, мы в первую очередь, конечно, влияем на экологию. Да? Поэтому давайте все вместе пользоваться экологичными товарами, не будем пропагандировать там какое-то загрязнение и так далее, да, будем наоборот обучать наших детей и сами придерживаться правил того, чтобы жить в мире с природой. И в этот день моря хотя бы помечтаем о том, как мы лежим на берегу, наслаждаемся морским бризом, а для того, чтобы не улетать совсем уж на море, в своих мечтах, да, узнаем о погоде в Якутии. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра в центральных улусах -6, -1. Днем потеплее до 12 градусов. В Заречье -5, 0 градусов. Днем +8, +10. Южные улусы 0, +2 градуса в 6 часов утра. Днем +14, +15. Вилюйские улусы +1, +5. Днем +8, +9 градусов. Нижнеленские улусы 0, +1 градус. Днем +2, +9. Западные улусы +1, +5. Днем +8, +13. Колымо-Индигирская группа улусов -4, +2 в 6 часов утра. Днем 0, +4. Янские улусы -8, +1 в 6 часов утра. Днем до 6 градусов тепла. Северо-западные улусы +2 градуса в 6 часов утра. Днем до 4 градусов выше 0. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха -3 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается потепление до 13 градусов. Ну вот, на самом деле погода оказалась просто замечательной, поэтому, наверное, и визуализация у нас получится с морем, с таким солнышком. Осадков сегодня не ожидается, погода будет у нас сухая в республике, поэтому будем наслаждаться погодой. А для того, чтобы быть в курсе, смотрим новостной блок. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Сегодня состоится прямая линия с Айсеном Николаевым. Начало трансляции в 19 часов по якутскому времени. Прямой эфир пройдет на телеканалах Якутия-24, НВК Саха, Россия-24, Радио Саха, Радио России, а также в 5 социальных сетях главы региона. Задать вопрос Айсену Николаеву можно будет во время прямого эфира, позвонив в студию по многоканальному телефону. Глава республики ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для республики темы по оперативным и проблемным вопросам и выскажет свое мнение по стратегическим направлениям развития Якутии. Консорциум Туймада победил в конкурсе на создание концепции площади Ленина в Якутске. Заседание жюри прошло под председательством главы республики Айсена Николаева в историческом парке «Россия. Моя история». Финал прошел в открытом формате с присутствием экспертов, архитекторов, студентов инженерно-технического института СВФУ и представителей СМИ. Проекты победителей, в том числе те, которые будут реализованы на территории Якутии в ближайшие годы, будут выставлены в музее «Россия. Моя история» до этой пятницы. Прежде всего, захотелось именно подчеркнуть значимость столицы Якутии как таковой и, собственно, центральной площади как таковой, потому что это место, незаметное место на нашей планете. Хотелось бы дать определенный сигнал или посыл всему миру о том, что есть такая культура, есть такая площадь, есть такое место. Поэтому возникла мысль о том, что площадь, во-первых, площадь должна быть сохранить именно тот торжественно-праздничный официальный характер, потому что это центр города, рядом правительственное сооружение, но при этом она должна быть дружелюбной, толерантной, открытой, безбарьерной. Она должна хорошо быть социализирована.
Учащиеся 24-й школы Якутска познакомились с ветеранами Великой Отечественной. В Гагаринском округе стартовали встречи в рамках цикла мероприятий «Преемственность поколений», приуроченных к 75-летию Великой Победы. О трудностях и лишениях, которые пришлось преодолеть в годы войны, рассказали ребятам труженики тыла. Некоторые поделились воспоминаниями о ленинградской блокаде. А вдова участника войны Татьяна Кривкова вспомнила годы молодости. У нас патриотическое воспитание в 20-й школе, в 14-й школе, в 25-й, в 18-й. У наши товарищи, активисты работают с учащимися. Иногда выступаем вместе для того, чтобы не забывали о той Великой Отечественной войне, чтобы все это помнили, чтили память погибших. И все это передать нужно молодежи, чтобы молодежь никогда... Мы уйдем из жизни, а молодежь будет продолжать вот это все. Такие встречи проходят по инициативе самих ветеранов. Они ведут активную общественную деятельность. Сегодня члены Совета ветеранов работают над изданием второй части книги «С чего начинается Якутия». Первое издание было посвящено 50-летию клуба фронтовых подруг «Катюша». А вторая книга будет повествовать о якутянах, участниках Японской войны. Молодое поколение понимает, насколько важно помнить тех, кто героически сражался за мирную жизнь. Хотим поздравить наших уважаемых ветеранов с наступающим Международным днем пожилого человека. Они являются великой гордостью, эталоном и примером для подражания. Хотим пожелать им здоровья и долголетия, чтобы они своим примером ставили ориентиры для молодежи. Сердечно им спасибо. Сегодня в республике проживает 98 участников Великой Отечественной войны. Молодежь оказывает им посильную помощь и внимание. Следующая встреча с ветеранами пройдет в промышленном округе столицы. Саргалана Федорова, Григорий Николаев, Якутск. Филармония Якутии приглашает всех жителей и гостей столицы на гала-концерт Союза музыкальных деятелей республики «Мы из Арктики». Проект пройдет в рамках Северного форума по устойчивому развитию северных территорий под эгидой международных организаций «Северный форум» и Университет Арктики. Концерт состоится в культурном центре «Сергеляхские огни» в 18:30. В нем примут участие коллективы города Якутска. Они представят не только собственные концертные номера, но и выступят в сводных составах. В новом спортивном центре спортинга «Бека» Самгинского улуса прошли первые районные соревнования. В них приняли участие 24 спортсмена из 7 наслегов. Меткой стрельбой отличился Василий Васильев из Чакырского наслега, а в командном соревновании чемпионами стали стрелки из Чапчелганского наслега. Результаты соревнований входят в зачет комплексной спартакиады. Из 14 наслегов половина, 7 наслегов присутствует. Всего участников у нас сегодня 24 спортсмена. В этом году проводили спортивные игры. У нас отвечает по всем требованиям. Поэтому уже у нас спортсменов уже добавляется. Уже первые соревнования, скажем, 2 наслега было, сейчас уже 7. Каждым соревнованием добавляются спортсмены. Такова информация к этому часу. Не переключайтесь. Мы продолжаем наш новый день, и в гостях у нас уже появились наши первые сегодняшние собеседники. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И это представители интересного очень института, который правильно называется Рижский авиационный институт. Правильно? Рижский институт транспорта и связи. Транспорта и связи, хорошо. С нами сегодня исполняющий обязанности ректора Юрис Янович Канелс, Туяра Егорова, официальный партнер от Якутии, и Мария Бурмистрова, ведущий специалист. Я думаю, что всем нашим телезрителям невероятно интересно узнать, насколько вообще, как так получилось? Казалось бы, Якутия и Рижский институт, да? Как, насколько давно вообще этот институт существует? Как с Якутией дела слажены? Сколько студентов из Якутии, наверное, обучается? Да? Все, что интересно было бы узнать нашим телезрителям.
Ну, вопрос такой комплексный, но постараемся ответить как можно короче и понятнее. С Институтом транспорта и связи, который мы представляем, к сожалению, на сегодняшний день в Якутии связи есть, но они не такие обширные. Но я думаю, что очень-очень многие люди, которые нас видят и слушают, знают другое название, знают Рижский институт инженеров гражданской авиации, который существовал 60-х годов до начала 90-х годов в Риге, и где учились очень многие, можно даже сказать, сотни специалистов из Якутии. То есть, насколько мы знаем, то практически большинство всех авиационных специалистов Республики Якутия обучались именно в Риге. И эти связи сохранились. И в этом году, в мае, мы отмечали столетие РКИГа. На этом юбилее побывала очень представительная делегация из Якутии во главе с постоянным представителем правительства Якутии при президенте России Андреем Сандоминовичем Федотовым. И делегация подарила даже Сергею нашему институту священное место. И поэтому мы решили, что просто наша обязанность приехать сюда, рассказать об институте и пригласить опять в новое время молодых людей из Якутии приезжать в Ригу и учиться в нашем институте. Здорово. А как вот наши студенты, как реагируют? Насколько охотно, насколько вообще это есть спрос? Я сейчас просто с удивлением узнаю о том, что действительно специалисты, откуда они берутся, да? Они ведь у нас есть специалисты вот в этой среде. Как наши дети, мамы, может быть, есть какой-то интерес? Может быть, вы нам расскажете, что нужно для того, чтобы поступить? Вот это ведь сейчас все увидят, подумают, хорошо, хочу, чтобы мой ребенок учился в Риге. Это ведь, действительно здорово. Это было бы хорошо, это наша цель здесь. А что нужно для того, чтобы поступить? Какие-то особенности? Может, надо быть очень здоровым? Для начала нужно сказать, что на самом деле большое количество выпускников этого прославленного авиационного института в свое время, в советские времена, закончила, вернулась у нас назад, сюда, в Якутию, и работают на самых разных должностях. И это такая хорошая традиция. Есть даже семьи, где дедушка закончил институт, потом его дочь закончила, потом внучка в этом году. То есть уже 3 поколения, которые отучились в институте и работают. И, в общем-то, такой есть пример, скажем так. Что касается поступления, здесь очень важно заметить, что для поступления в наш институт не нужно результатов ЕГЭ. Я думаю, что многие родители и дети тоже тут вздохнут с облегчением. Но очень важно знать, что обучение в институте сейчас проходит на английском языке. Поэтому дети должны быть подготовлены, иметь результаты IELTS или TOEFL. И таким образом можно получить образование, европейский диплом, качественное образование на английском языке. Здорово. А может быть, вы нам расскажете, я сейчас как обыватель, послушав вас, понимаю, что, если я не хочу быть пилотом, то мне не к вам, правильно, да? Либо, может, вы нам расскажете, у нас не только авиационное обучение. У нас очень широко представлена программы технического направления, да, это современная IT-индустрия. В этом году у нас очень так хорошо открылась программа робототехники, где ребята могут изучать индустриальных роботов, автономных роботов, работать с искусственным интеллектом. У нас очень сильные программы по логистике. Мы один из сильнейших вузов, который предлагает программу бакалавриата и магистратуры логистики в сфере логистики. Докторантура тоже очень хорошо представлена. И, конечно же, управление, которое, в принципе, сейчас очень популярно, менеджмент. Мы это тоже предоставляем. Здорово. Это очень интересно, потому что, когда слышишь название института, кажется, что это все-таки про авиацию. А теперь IT – это же такая отрасль, которая сейчас набирает обороты, да? А если изучать IT на английском языке, то условно вы уже становитесь сразу востребованным, наверное. Это очень востребован, потому что у нас факультет компьютерных наук, он самый крупный.
и по набору, и по количеству студентов, но не по количеству выпускников, как бы это ни было странно, потому что наши студенты так затребованы, что их компании просто переманивают на работу, начиная уже с 2-3 курса, ну, честно говоря, не дают им доучиться, и человек начинает зарабатывать, и хорошо зарабатывать, да, и тогда уже должна быть действительно воля и целеустремление, чтобы все-таки этот диплом получить на будущее, а не остаться как бы на том, что сразу сегодня доступно, и где человек уже может начинать хорошо зарабатывать. Здорово, но это в первый раз я такое слышу, что ребят прям с университета воруют, да? Ну, переманивают. Здорово. Может быть, у вас есть какие-то пожелания к абитуриентам? Тогда, наверное, призыв какой-нибудь для наших телезрителей? Ну, призыв – это есть та цель, почему мы сюда приехали. Мы не только чтобы посетить эту прекрасную передачу, но мы встречаемся и с представителями правительства Республики Сиха. У нас сегодня встреча в Доме правительства. Вчера мы встречались с руководителем городского отдела народного образования. Мы встречаемся, посещаем школы, говорим со школьниками, говорим с авиакомпанией. То есть широкий спектр наших встреч и рассказываем о нашем институте. И наш призыв, или та весть, с которой мы приехали, это если молодые люди, если их родители действительно, как Туяра сказала, хотят получить европейское образование на английском языке, то Рига и наш институт, на наш взгляд, это один из самых лучших выборов во всех отношениях, потому что мы относительно ближе, чем Лондон или Нью-Йорк. Спасибо за такие хорошие слова. Обучение у нас платное, но оно все равно дешевле, оно сравнимо с теми ценами платного обучения, которые существуют в России. Хотя прием осуществляется только на английском языке, но в принципе наш вуз трехязычный, там проходит и обучение, и общение на английском, русском, латышском языке, и поэтому у нас есть и преподаватели, и учебные материалы на русском тоже. Так что у нас есть все преимущества, и мы ждем всех студентов у нас. Спасибо. Я думаю, наши телезрители заинтересовались после таких слов, после такого замечательного напутствия. Спасибо вам большое за то, что пришли, приехали, рассказали нам, а мы продолжаем наш эфир и наша рубрика «Вакансии». Итак, на работу требуется дворник, без предъявления к образованию и стажу работы, без вредных привычек, зарплата 12 тысяч рублей. Кладовщик, опыт работы в складской деятельности не менее 1 года, навыки работы в автоматизированных системах коммерческого учета, 1 из предприятий 8.3, управление торговлей, зарплата 25 586 рублей. Инспектор подразделения сопровождения кредитных операций. Высшее образование требуется экономическое, техническое, математическое. Стаж работы в области кредитования клиентов сегментов малый бизнес и микробизнес, корпоративных клиентов от 1 года. Является преимуществом. Знание технологий проведения деловой переписки, в том числе по электронной почте. Зарплата 54 тысячи рублей. Вот такая вот у нас рубрика есть, где вы всегда можете прямо сейчас, утром сразу позвонить, устроиться на работу. А для тех, кто у нас занимается хозяйственной деятельностью, у нас следующая рубрика очень интересная. Там будут и лайфхаки, и опрос, и о том, как вообще готовы ли наши хозяйки к зиме. Про запасы посмотрим в следующем сюжете. Осень – традиционное время заготовки солений и варений. У каждой опытной хозяйки есть своя проверенная рецептура. Для заготовки на зиму подойдут местные овощи, не тепличные безвкусные, а грунтовые максимально дешевые в сезон. А насколько готовы хозяюшки к зиме? Ну, у нас есть дача. На даче я сажаю почти все. Дети, внуки помогают. Ну и соленья, маринады, это, конечно, каждая хозяйка готовится к зиме. Пока с внуками сижу и в это время успеваю замариновать. Там кабачки мариную, обычный, вот как это тещин язык, огурцы, помидоры. Ну так вот потихоньку, помаленьку.
Но пока в процессе, я еще не закончила. Ну, например, мы делаем салат из капусты, из морковки. Там. И, ну, еще творог тебе. Ну, квашеную вот капусту делаем. Ну, на творог. Свекольный тоже салат делаем. Делаю закрутки, консервирую огурцы, салаты всякие. Зимой хорошо это естся свое. А у вас фирменный такой рецепт есть, да? Ну, простой, может быть. Совсем простой. Кабачки режу, помидоры, лук, тушу, стакан сахара обязательно на 2 килограмма кабачков. Чем слаще, тем вкуснее соль. И в конце варки уксус. И в стерилизованные банки закатываю. И все. Это называется лечо, да? Лечо. А только морковку туда не надо. Перец сладкий еще. На килограмм кабачков 6 перцев, 6 помидор, 6 луковиц. Стакан сахара, 2 столовые ложки соли. Как все семьи, мы заготавливаем продукты, конечно, на зиму. Готовим из наших огородных там овощей, да, кабачки, помидоры, огурцы засаливаем, грибы, варенье. Ну, все как у всех. А в этом году как вообще огород? Насколько плодов дал? Ну, в этом году у нас, да, хорошо. Лучше, чем в прошлом году. В этом году у нас и парниковые овощи все хорошо росли. И картошка удалась. Ну и в лесу мы в этом году достаточно хорошо и ягод набрали, землянику, бруснику. Брусника нормально, да, в этом году? Ну, в Чурапче нормально, да. Я из Чурапчи сама, я не из города. В Чурапче брусника нормально уродилась. Ну, готовимся к зиме. Вещи теплые готовим. А засолка, маринад? Ну да, скоро вот капусту будем солить. У вас фирменная, допустим, есть фирменный рецепт? Да нет, ничего такого особенного. Все классическое, традиционное. И еще помимо капусты что обычно делаете? Вот грибы посолила, помидоры, огурцы. А грибы где собираете? На Маганском тракте. Ага. Нормально, много было, вообще полно грибов. Соление и консервацию желательно хранить в сухих и прохладных местах с постоянной температурой в помещении, не превышающей плюс 10, плюс 18 градусов. Для таких целей хорошо подойдет подвал или погреб под домом. В квартире консервацию можно хранить в холодной кладовой комнате. Наталья Колесова, Илья Жараев. Новый день. Захотелось прямо к завтраку сразу грибочков из сюжета Натальи. А у нас в гостях следующий наш собеседник. Доброе утро. Доброе утро. И это Вячеслав Сидоров. Вячеслав Сидоров, организатор спектакля, уже нашумевшего. Я лично уже по всему городу видела эти афиши и морально готовлюсь к тому, что мне придется всех своих 3 детей отвезти. Да? Как называется этот спектакль? О чем он, какие особенности хочется услышать из первых уст? Ну, еще раз доброе утро. Мы, как организаторы спектакля, приезда московского спектакля «Мультизавры. Таинственный остров», везем в этом году, можно сказать, спектакль совершенно нового формата. Если мы бы, например, раньше возили спектакли как «Лунтик», да? Ну, все знают, что такое «Лунтик». Сразу, например, в голове человека представляется этот инопланетянин, который появился с Луны. Я родился. Да. Соответственно, 3 кота. Да? Ну, родители сразу знают, дети сразу знают, например, что будет примерно, ну, хотя бы одна из серий придет в гости. А здесь, если мы берем спектакль «Мультизавры», вот, например, я говорю, или кто-нибудь где-нибудь видит «Мультизавры», да, афишу, и у него сразу, так, где же я видел этот мультик, или что это такое, где эта сказка, это не «Колобок», не «Чебурашка», например, да, это совершенно новый формат, он мультимедийный, он интерактивный. Сейчас вот, если взять все школы наши, да, детские сады даже, библиотеки, ну, музеи, они все мультимедийные становятся, да, ну вот мультимедийные, они все двигаются, оживляют, да, все вот эти вот, у нас даже вот эпос Олонхо оживили все это, да, ну, детям интересно должно быть. И не только детям, но и, соответственно, взрослым тоже, потому что век технологий новых, да, все дети, начиная, ну, не знаю, с 3 лет, наверное, сидят на планшетах или на телефоне.
Мама, дай телефон, папа, одолжи телефон, давайте у YouTube, там и сидят. Кто на корточках, кто лежа, кто хоть как, да. Соответственно, дети наши должны развиваться и учиться, как правильно играть в эти мультимедийные игры. Да? И вот этот спектакль, который разработан российскими учеными, над этим спектаклем работало очень много народу, да? Ну, соответственно, техники, мультипликаторы, ну, короче, очень много народу, которые в IT-технологиях сейчас разбираются очень сильно. Соответственно, они сделали такой формат, чтобы каждый ребенок мог поучаствовать. Зал, например, у нас по сравнению с другими городами не такой большой, ДК Кулаковского будет, да? Там, 550 мест. И, соответственно, если дети все придут, у них, у каждого, вот изюминка чего, да, они вот везут очень много аппаратуры. Приедет примерно 4 человека техников, и мы почему сделали спектакли, например, будем перескакивать, да? Вот у нас спектакли в час дня и в 3 дня. Мы хотели сначала в 11 утра, чтобы детям было воскресный день, чтобы они с утра проснулись, позавтракали, поехали на спектакль. Но в 11 они не успевают технически, потому что они прилетают в 5 часов утра и сразу на площадку. И начинаем монтировать. Все это сопоставлять наше оборудование, которое у нас в Якутске есть, и, соответственно, их оборудование, которое они привозят. Только один день? Только один день, вот, потому что у них график очень сжатый, соответственно, у них тур, да? Вот они сегодня у нас, завтра там, послезавтра там. Они по всем городам России ездят и обучают, можно сказать, в игровой форме обучают детей, как правильно пользоваться мультимедийными средствами связи, можно сказать, и играть. Это спектакль в игровой форме. Они все дети, которые и зрители, то бишь и взрослые, кто придет, на всех одевают мультимедийный браслет светодиодный. Вот я его видела на экране. Вот этим браслетом они будут все управлять. Спектакль сделан так, что все люди попадают, то бишь зрители, попадают на таинственный остров. И на этом острове начинается, то бишь извержение вулкана. Да? Если кратко вот так вот содержание. Чтобы сильно не спойлерить, да? И наши зрители должны найти динозавров, приучить их и спасти от вулкана. Это все посредством вот этих вот браслетов, которые у них будут. Поэтому просим всех, конечно, кто придет, собирается к нам на спектакль, прийти чуть-чуть пораньше, чтобы всем одеть и настроить. Потому что это очень чуть-чуть сложновато. Не просто пришел, разделся в гардеробе, сел на свое место и сидишь, смотришь, наслаждаешься спектаклем. Да? А это надо, как-то мультимедийно это все, да? Интерактивное, поэтому надо чуть-чуть пораньше подойти, настроиться, всем свои вот эти вот браслеты настроить на экран. У них везде будут датчики, и, соответственно, начнется представление. А с какого возраста дети, вот вы говорите, тут у вас на афише я вижу 0+. 0+, да. Это вот законодательно все время спрашивают, дети с какого возраста. Конечно, хотелось бы... 0+ это совсем, конечно, маленькие дети. Это те, кто еще в утробе научился пользоваться мультимедийными приспособлениями? Это, наверное, детям будет интересно с 3 лет уже, с 3-4 лет. Да? Получается, совсем только да, которые в садик пошли, говорить, да, начинают говорить, начинают пользоваться гаджетами, сотовыми телефонами, планшетами, ноутбуками. Соответственно, у нас до 4 лет детям вход бесплатный, потому что 4 года и родитель сидит. Да? Если ребенок умеет сидеть на коленках, и маме или папе, бабушке, дедушке, например, удобнее управлять, не на весь зал кричать, да, помогать, а на ушко, вот там, туда стрелять, чтобы соседним... Ой, я уже услышала, что там надо будет стрелять. Мне кажется, сейчас все наши телезрители просто, сначала у вас была классная афиша, а теперь такая замечательная презентация, и тем более, что сейчас ведь действительно набирает обороты тот формат шоу, когда дети участвуют, да, зрители участвуют. Мы благодарим вас за то, что вы пришли и рассказали. Я надеюсь, что у вас будет полный зал. Я тоже надеюсь, люди придут, и потом в следующем году еще раз будем всех звать, приглашать, приходить. Рекламный блок. Напоминаю вам, что сегодня 26 сентября, четверг, неделя уже почти закончилась, погода нас радует, об этом я вам расскажу еще разочек позже. А сейчас
передаю слово новостной группе, которая поделится с нами новостями на сегодняшний день. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Сегодня состоится прямая линия с Айсеном Николаевым. Начало трансляции в 19 часов по якутскому времени. Прямой эфир пройдет на телеканалах Якутия-24, НВК Саха, Россия-24, Радио Саха, Радио России, а также в 5 социальных сетях главы региона. Задать вопрос Айсену Николаеву можно будет во время прямого эфира, позвонив в студию по многоканальному телефону. Глава республики ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для республики темы по оперативным и проблемным вопросам и выскажет свое мнение по стратегическим направлениям развития Якутии. Консорциум Туймада победил в конкурсе на создание концепции площади Ленина в Якутске. Заседание жюри прошло под председательством главы республики Айсена Николаева в историческом парке «Россия. Моя история». Финал прошел в открытом формате с присутствием экспертов, архитекторов, студентов инженерно-технического института СВФУ и представителей СМИ. Проекты победителей, в том числе те, которые будут реализованы на территории Якутии в ближайшие годы, будут выставлены в музее «Россия. Моя история» до этой пятницы. Прежде всего, захотелось именно подчеркнуть значимость столицы Якутии как таковой и, собственно, центральной площади как таковой, потому что это место, незаметное место на нашей планете. Хотелось бы дать определенный сигнал или посыл всему миру о том, что есть такая культура, есть такая площадь, есть такое место. Поэтому возникла мысль о том, что площадь, во-первых, площадь должна быть сохранить именно тот торжественно-праздничный официальный характер, потому что это центр города, рядом правительственное сооружение, но при этом она должна быть дружелюбной, толерантной, открытой, безбарьерной. Она должна хорошо быть социализирована. Учащиеся 24-й школы Якутска познакомились с ветеранами Великой Отечественной. В Гагаринском округе стартовали встречи в рамках цикла мероприятий «Преемственность поколений», приуроченных к 75-летию Великой Победы. О трудностях и лишениях, которые пришлось преодолеть в годы войны, рассказали ребятам труженики тыла. Некоторые поделились воспоминаниями о ленинградской блокаде. А вдова участника войны Татьяна Кривкова вспомнила годы молодости. У нас патриотическое воспитание в 20-й школе, в 14-й школе, в 25-й, в 18-й. У наши товарищи, активисты работают с учащимися. Иногда выступаем вместе для того, чтобы не забывали о той Великой Отечественной войне, чтобы все это помнили, чтили память погибших. И все это передать нужно молодежи, чтобы молодежь никогда... Мы уйдем из жизни, а молодежь будет продолжать вот это все. Такие встречи проходят по инициативе самих ветеранов. Они ведут активную общественную деятельность. Сегодня члены Совета ветеранов работают над изданием второй части книги «С чего начинается Якутия». Первое издание было посвящено 50-летию клуба фронтовых подруг «Катюша». А вторая книга будет повествовать о якутянах, участниках Японской войны. Молодое поколение понимает, насколько важно помнить тех, кто героически сражался за мирную жизнь. Хотим поздравить наших уважаемых ветеранов с наступающим Международным днем пожилого человека. Они являются великой гордостью, эталоном и примером для подражания. Хотим пожелать им здоровья и долголетия, чтобы они своим примером ставили ориентиры для молодежи. Сердечно им спасибо. Сегодня в республике проживает 98 участников Великой Отечественной войны. Молодежь оказывает им посильную помощь и внимание. Следующая встреча с ветеранами пройдет в промышленном округе столицы. Саргалана Федорова, Григорий Николаев, Якутск.
Филармония Якутии приглашает всех жителей и гостей столицы на гала-концерт Союза музыкальных деятелей республики «Мы из Арктики». Проект пройдет в рамках Северного форума по устойчивому развитию северных территорий под эгидой международных организаций «Северный форум» и Университет Арктики. Концерт состоится в культурном центре «Сергеляхские огни» в 18:30. В нем примут участие коллективы города Якутска. Они представят не только собственные концертные номера, но и выступят в сводных составах. В новом спортивном центре спортинга «Бека» Самгинского улуса прошли первые районные соревнования. В них приняли участие 24 спортсмена из 7 наслегов. Меткой стрельбой отличился Василий Васильев из Чакырского наслега, а в командном соревновании чемпионами стали стрелки из Чапчелганского наслега. Результаты соревнований входят в зачет комплексной спартакиады. Ну, из 14 наслегов половина, 7 наслегов присутствует. Всего участников у нас сегодня 24 спортсмена. В этом году проводили спортивные игры. У нас отвечает по всем требованиям. Поэтому уже у нас спортсменов уже добавляется. Уже, первые соревнования, скажем, 2 наслега было, сейчас уже 7. Вот каждым соревнованием добавляются спортсмены. Такова информация к этому часу. Не переключайтесь. Благодарим коллег из новостной группы, а мы встречаем следующих гостей. И у нас сегодня представители музыки, да, правильно, да? Представители мира музыки. Это у нас Юлия Швецова, директор филиала филармонии Якутии имени Кривошапка, Государственного концертного оркестра Якутии, заслуженный работник культуры Республики Саха. Доброе утро, Юлия. Доброе утро. И ее муж Дмитрий Швецов, солист Государственного концертного оркестра Якутии, руководитель ансамбля «Баланс», правильно, наверное, «Баланс», да? Заслуженный артист Республики Саха. Мы вас пригласили не просто так. Мы знаем, что 1 октября будет Международный день музыки. Расскажите, пожалуйста, для наших телезрителей, возможно, какие-то мероприятия будут проходить в городе, в республике, да? Может быть, вы хотите нам что-то рассказать, пожелать, оповестить? Но у нас сентябрь очень насыщенный в этом году получился. Не так давно наш ансамбль «Баланс» вернулся с Восточно-экономического форума, где выступил в рамках культурной программы «Улица Дальнего Востока». Потом был концерт в Хабаровске. И спустя несколько дней мы уже приехали на гастроли в город Якутск. 20 сентября ансамбль «Баланс» дал концерт в Якутском музыкальном колледже, посвященный в преддверии Международного дня музыки, а также посвященный году консолидации в Республике Саха-Якутия. 21 сентября состоялся долгожданный наш проект с Данилом Спиваковским «Сказ про Федота Стрельца, удалого молодца», который мы, если помните, пытались осуществить в прошлом году, но из-за ЧП в аэропорту города Якутска не смог прилететь Спиваковский. В этом году, слава богу, все состоялось, публика довольна, артист хочет сотрудничать с нашим оркестром еще и уже строит планы на весну, ищет, где у него там будет свободное окошечко, чтобы приехать уже не только в город Якутск с новым проектом, но и проехаться, конечно, по городам, по промышленным. Это Алдан, конечно же, откуда родом наш оркестр, Нерюнгри и Мирный. Мы надеемся, что эти окошки в его очень плотном графике будут, и все у нас получится. Ну и, конечно же, традиционно, когда мы приезжаем в город Якутск, мы не можем оставить без внимания детскую аудиторию, подростков. Мы привозим сюда литературно-музыкальные композиции, сказки музыкальные. И в этот раз, в год 250-летия Ивана Андреевича Крылова, мы представили нашим юным слушателям наш новый проект по басне «Квартет». У нас очень интересно. Мы не просто играем музыку. Все наши артисты оркестра, они еще и актеры в том числе. Они сами исполняют роли. То есть это такой, получается, интерактивный урок музыки, который очень востребован не только у нас в Алдане, но и везде, где бы мы ни проводили такие уроки, всегда находит отклик в сердцах юных наших слушателей. Поэтому приехали сюда работать комплексно, со всей возрастной аудиторией и, в принципе, достаточно успешно.
А какие даты проведения, может быть? Как вообще об этом узнать? Где анонсируются эти события все? Но, к сожалению, вчера уже была заключительная сказка в 27-й школе, но должна сказать, что 2 раза в год традиционно мы приезжаем в город Якутск, и уже стала традиция, что в День работника культуры, который мы отмечаем 25 марта, наш оркестр приезжает сюда. И, конечно же, мы не можем ездить только ради одного проекта, да, нашего праздника. Мы еще привозим всегда дополнительные программы, которые катаем по городу, по ближайшим районам. Поэтому весной обязательно придем и расскажем, будем анонсировать. Спасибо большое, Дмитрий. Вот вы руководитель ансамбля с интересным названием «Баланс». Да? Да, это правда. Это первая часть названия, она как-то связана, я так понимаю, с инструментом, который вы держите, да? в Да, руках? конечно, у этого названия как бы двоякий смысл, да, как бы баланс в гармонии, баланс в составе, а также в этом названии заключено состав нашего ансамбля. То есть, если разбить слово на 2 составляющих, бал означает балалайки, анс означает ансамбль, то есть балалайчный ансамбль. Ну, это такой креатив. Да, вот мы пришли к этому, уже несколько лет, не знаю, лет 8, наверное, назад, уже вот именно к этому составу, и из этого состава родилось и название коллектива, и, конечно, репертуар. То есть репертуар, он требует особой проработки, особого подхода, потому что ограниченный диапазон у инструмента. Вот. Если в традиционном составе ансамбля еще присутствует баян или аккордеон, который как бы заполняет палитру, у нас этого инструмента нет, и мы ищем как бы способы выражения без этого инструмента, без баяна, только балалайками. Дмитрий, вопрос такой к вам. Прямо сейчас, если я вас попрошу сыграть нам что-нибудь из классики, чтобы все наши телезрители сейчас прямо взбодрились, узнали и почувствовали себя вот ближе к музыке. Можно? Можно. Спасибо вам большое. Благодарим вас за такую импровизацию. Это был 24-й каприз Паганини. Да, вы узнали. Я знал, что вы узнаете. Я узнала. Все телезрители тоже узнали. Благодарим вас. Приходите к нам еще, и мы уходим на рекламный блок. Мы продолжаем наш новый день, и далее у нас традиционная наша рубрика «Киноафиша». Я думаю, осень – это самое время посетить кинотеатры, тем более, что в этот уикенд все с нетерпением, и я в том числе, ждут премьеру с Брэдом Питтом, фильм «К звездам». Был такой здоровский анонс. Мне кажется, обязательно стоит смотреть, обязательно стоит сходить, обсудить. Посмотрим же в нашем сюжете, какие фильмы нас еще ждут. О чем ты думаешь? Я в этом деле благодаря отцу. Представляем вам киноновинки этой недели, которые стартуют в кинотеатре «Лена» уже сегодня. Премьера фильма «К звездам» состоится на грядущем 76-м Венецианском кинофестивале. Фильм включен в основную конкурсную программу и поборется за главный приз смотра. А до российского проката космическая драма доберется сегодня. В центре внимания история космического инженера Роя Макбрайда. Прошло почти 20 лет с тех пор, как его отец Клиффорд улетел на Нептун в составе космической экспедиции с целью обнаружить признаки разумной внеземной цивилизации. Однако та миссия не увенчалась успехом. Теперь самому Рою предстоит продолжить дело отца и отправиться в опаснейшее путешествие на край Солнечной системы, чтобы не только отыскать исчезнувший корабль Лима, но и определить источник излучения,
творение, которое вызывает странные катаклизмы на Земле и рискует уничтожить все человечество. У нас с тобой есть дело. Ты готов? Готов. С помощью силы воображения можно создать что угодно. Также смотрите сегодня ремейк фильма Сюзанны Бир «После свадьбы», номинированного на премию «Оскар-2017» как лучшая лента года на иностранном языке. Звонят по поводу церемонии. Простите, у меня сейчас ужасно много дел. У дочери свадьба в выходные. Изабель посвятила свою жизнь помощи другим. Она узнает, что женщина, возглавляющая многомиллионную корпорацию, готова пожертвовать ей огромную сумму. Их встреча в Нью-Йорке проходит успешно, но все меняется, когда Изабель случайно встречает ее мужа. Она еще не знает, что кто-то начал игру чужими судьбами, в которой правда окажется опаснее лжи. Я решила пожертвовать Изабель крупную сумму на ее приют в Индии. Фильм получился для исполнительницы главной роли Джулианны Мур очень личным, в том числе и потому, что снял картину ее муж, режиссер Барт Фрейндлих. Фильм «После свадьбы» стал 4-й совместной картиной звездной пары. Это касается не только тебя одной. У нас нет выбора. Не скажешь, тогда я сама. Я хочу знать все. Что ты наделала? Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. А мы продолжаем наш эфир, и, конечно же, наверное, главной целью нашей телепередачи это быть полезными нашим телезрителям. Мы не можем оставить в стороне и детишек, которых оставили родители. И сейчас у нас будет традиционная рубрика «Пусть мама придет». А эта рубрика сегодня посвящена 2 мальчишкам, Илье и Максиму. Это очень дружные и активные мальчики. Они стремятся во всем быть первыми. Илья очень увлечен лего, и в одном из конкурсов занял даже 1-е место. Максим также очень любознательный и смышленый мальчик. Он мечтает стать пожарным. Братья всегда вместе, и Илья постоянно присматривает за Максимом. Максим у него многому учится, и мы надеемся, что этим ребятам повезет, и их мама обязательно придет. Знакомьтесь, родные братья Илья и Максим. Ты вообще-то не дамка. Вот это дамка. Она сюда стояла, все, я дамка была. Вот это была дамкой. Здравствуйте, меня зовут Илья. Мне 10 лет. Я только хожу на 2-й класс. И я каюсь оригами, конструктором. И люблю играть с Максимкой. Вот мой младший брат Максим. Ему 8 лет, ходит в 1-й класс. И он играет там. Он один гулять. Максим, ну скажи про себя. Какой? Всем привет! Меня зовут Тунаев Максим, мне 8 лет. Максим, а что ты делаешь сейчас? Делаю самолет. А ты летал на самолете? Да, летал. И как, страшно? Нет. Илья и Максим очень добрые и дружные мальчики. Активные и подвижные, они стремятся во всем быть первыми. Илья очень увлечен лего, конструктор для него не развлечение, а вполне серьезное занятие. В одном из конкурсов детских проектов его работа удостоилась главного приза. Максим также очень любознательный и смышленый, мечтает стать пожарным. Братья всегда вместе. Илья все время присматривает за Максимом и многому его учит. А еще с большим удовольствием мальчики поют. Молодец. Скажи, дождик, какого цвета дождик? И утреннего солнца апельсин. Возьмем из доброй сказки все солнечные краски и нарисуем 1000 картин. Мы очень надеемся, что Илья и Максим обретут семью и будут радовать будущих родителей своими достижениями и успехами.
Мы продолжаем наш эфир, и у нас еще одни гости. Доброе утро. Доброе. Это представители у нас юнармии. Да? Давайте представимся. Александр Николаевич Кузьмин, руководитель ресурсного центра по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. И Олег Васильевич Баканач, координатор проекта международных и всероссийских образовательных сборов военно-патриотических, военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз. Наследники Победы». Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, о том, какие у вас вообще впечатления от того слета, который сейчас проходит, правильно, да, наверное, сказать? Какие впечатления от особенностей, может, какие-то есть у нас в республике? Поражает, знаете, горение глаз у ребят, которые из самых дальних улусов едут сюда, кто на лодке, кто там на тракторе где-то, чтобы доехать сюда и показать свою удаль молодецкую. То, что в течение года они готовятся именно на этот слет, чтобы представить свой регион, свой район. Вот это вызывает большое уважение. Я знаю, что в этом году участников слета в 2 раза больше, чем в прошлом году. Да? Как, может, вы как-то прокомментируете, из-за чего это происходит? Ну, это говорит о том, что уже идет правильная организация работы на местах, работа учителей, педагогов, директоров школ, глав муниципальных образований. Очень много звонят, интересуются, как вообще начать это дело. И мы всем выходим связь через наших координаторов, через наших руководителей военно-патриотических клубов. Мы разрабатываем методические рекомендации для них, как это все это организовать, пошаговые инструкции и так далее. Поэтому вот в этом году у нас максимальное количество участников 190 детей из 19 команд, из 12 муниципальных образований. Это очень большое количество, конечно. Вот у меня такой вопрос. А что вообще значит, что такое быть патриотом? Патриотом это значит меньше говорить, что ты патриот, а именно созидать в каждой своей области. То есть это и учитель, это и фермер, это и спортсмен, это инженер. То есть каждый вносит свой вклад, свою лепту в укрепление страны. Именно вот это и есть, наверное, патриотизм, когда ты созидаешь во имя и во благо своей Родины. Ну а вот хорошо, да, допустим, мы созидаем, мы понимаем, а какие-то проекты, как вы набираете вообще детей в этот проект? Какие проекты существуют, как стать участником такого проекта? Ну, вот мы проводим на сегодняшний день, наверное, самый масштабный сбор. Это сбор «Союз». Он существует в 2 версиях. Это всероссийская и международная. То есть и вот во всероссийскую нужно пройти очень жесткий отбор по физической подготовке, по интеллектуальной, по умственной, то есть это такая разносторонняя, гармоничное развитие личности молодой, чтобы представлять свой регион на сборе «Союз», который вот уже 6-й год подряд проходит в городе Казани. Это в Татарстане, а вообще сбор существует, история сбора с 2007 года. На сегодняшний день проведено уже 16 таких масштабных мероприятий. Общее количество каждого сбора, где-то порядка 700 человек, которые проходят в течение 2 недель. А от Якутии ребята ездили уже на такие сборы? Да, у нас особенности этого слета, мы проводим 2 крупных мероприятия в этом году. Это военно-спортивная игра «Защитник Отечества», по итогам которых победители выезжают на всероссийский, уже в следующем году международный сбор «Союз. Наследники Победы» за счет госпрограммы Министерства образования Республики Саха-Якутия. Большая благодарность нашему родному министерству. И в этом году также мы проводим в рамках слета 1-й республиканский смотр-конкурс военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, посвященный году консолидации. И с 2015 года наши команды ежегодно выезжают на этот «Союз. Наследники Победы». Победители именно военно-спортивной игры «Защитник Отечества». Дети, руководители после этого вообще горят на местах, организуют работу по этому направлению, поэтому все хотят попасть на этот «Союз. Наследники Победы». Это престижно считается, да? Это крупнейшие всероссийские военно-спортивные образовательные сборы. Здорово, здорово, что наши ребята тоже принимают активное участие. Мне кажется, что это такое... Какие у вас планы на этот год, на ближайшее время? Я знаю, что до конца сборов еще 2 дня. Так, сегодня у нас 3-й день слета, и остается еще 2 этапа.
Позади у нас культурные, интеллектуальные этапы. Сейчас остаются еще военно-прикладные виды спорта. И завтра у нас на площади Ленина состоится парад военно-патриотических клубов. И после обеда у нас уже награждение, подведение итогов и праздничный концерт, посвященный Дню государства нашей республики. С 3 часов мы приглашаем на Дворец детства с участием наших... Получается, что любой телезритель, он может прийти и посмотреть, да? Можно, наверное, приводить и девчонок, и мальчишек, посмотреть, увидеть своими глазами, и, возможно, вот в них проснется тоже какое-то желание, да? Ваши пожелания нашим телезрителям, спасибо, что пришли. Какие-то, может, слова напутствия для тех, кто сейчас, кому еще предстоит? Когда мы едины, мы непобедимы. Спасибо большое. Спасибо вам за эфир. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Уходим на рекламный блок.